Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня проводим очередное заседание правительства. В повестке у нас сегодня с вами по плану 28 вопросов. Пожалуйста, кворум имеется? Необходимый кворум имеется. Имеется. Какие предложения будут по повестке? Пожалуйста. Галина Кентьевна, доброе утро. Прошу дополнительным вопросом включить проект постановления о мерах государственной поддержки спортсменов Республики Саха-Якутия. Это чемпионов Российской Федерации, Европы, мира, Олимпийских и Паралимпийских игр. Светлана Ивановна, вопрос согласован? Проект согласован. Можно вне повестки. Вне повестки прошу включить. Уважаемые коллеги, какие мнения будут по данному вопросу? Включить вне повестки. Дополнительно 29 вопросом. Кто за принятие решения о включении дополнительного вопроса в повестку, прошу проголосовать. Против? Спасибо. Принимается. Спасибо. Уважаемые коллеги, приступаем. Пожалуйста, Галина Лука. Кентьевна, Да, пожалуйста. можно 23-м вопросом докладчика поменять на Владимирова? Пожалуйста, какие мнения будут по данному предложению? Согласиться. Уважаемые коллеги, кто за принятие предложения по внесению изменений докладчика, прошу проголосовать. Против? Принимается. Спасибо. Уважаемые коллеги, принимаем повестку с дополнительным вопросом 29 вопросов. У нас в целом по повестке будет. Приступаем к рассмотрению повестки. Первый вопрос о проекте закона Республики Саха-Якутия о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2016 год. Министр финансов Республики Саха-Якутия Жандуров Валерий Алексеевич. Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Добрый день, уважаемая Галина Кентьевна, уважаемые члены правительства и приглашенные. Проект закона Республики Саха-Якутия о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха-Якутия о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха-Якутия, а также Законом Республики Саха-Якутия об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Республики Саха-Якутия на 2016 год. При формировании законопроекта были учтены основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Саха-Якутия, объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом закона Российской Федерации о федеральном бюджете на 2016 год, а также в соответствии с приоритетами, направлениями и установленными решениями главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Итак, основные параметры государственного бюджета Республики Саха-Якутия на 2016 год. По доходам. При расчете прогнозируемого объема доходов государственного бюджета на 2016 год и плановый период 17-18 годов учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства, планируемого к проведению предстоящих финансовых периодов. Это сохранение размеров ставок акцизов, установленных действующим законодательством о налогах и сборах на 2016 год, увеличение ставки налога на имущество организаций в отношении железнодорожных путей сообщения, магистральных трубопроводов и линий электропередачи с увеличением в 2016 году до 1,3%. Основные макроэкономические показатели на 2016 год, принятые в расчет доходной части государственного бюджета, были приняты в следующих размерах. Среднегодовой обменный курс рубля за доллар США 63,3 рубля. Прибыль рентабельных предприятий прогнозируется на уровне 135 миллиардов 558 миллионов рублей. Среднесписочная численность занятых в экономике 483,6 тысячи человек. Фонд оплаты труда по Республике Саха-Якутия прогнозируется в объеме 253 миллиарда 903 миллиона рублей. Таким образом, общий объем доходов государственного бюджета в 2016 году составит 162 миллиарда 264 миллиона рублей. Или с увеличением к ранее утвержденному закону в рамках принятия закона о трехлетнем бюджете на 2016 год на 23 миллиарда 396 миллионов рублей. В том числе налоговых доходов 102 миллиарда 424 миллиона рублей, неналоговых 10 миллиардов 477 миллионов рублей
и безвозмездных поступлений 49 миллиардов 362 миллиона рублей. Из них налоговые доходы планируются с увеличением по сравнению с 2015 годом на 8 миллиардов 314 миллионов рублей. Неналоговые доходы с увеличением на 1 миллиард 732 миллиона рублей. В структуре налоговых доходов из года в год основные удельные веса продолжают занимать такие налоги, как налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц и налог на добычу полезных ископаемых. Предприятия добывающей отрасли формируют свыше 90% всей прибыли рентабельных предприятий республики. Прогноз поступления налога на прибыль рассчитан в сумме 43 миллиарда 200 миллионов рублей с увеличением к уточненному прогнозу 2015 года на 6,4% или на сумму 2 миллиарда 713 миллионов рублей. Увеличение поступления налога в основном достигнуто за счет увеличения прогноза поступлений от предприятий алмазодобывающей отрасли. Прогноз поступления налога на прибыль от обособленных подразделений организаций, действующих на территории республики, прогнозируется в размере 12 миллиардов 782 миллиона рублей, что на 10 миллиардов 166 миллионов рублей ниже уточненных бюджетных назначений 2015 года за счет снижения прогноза от крупнейшего участника нефтедобывающей отрасли. Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2016 год прогнозируется в сумме 22 миллиарда 881 миллиона рублей. В том числе по добыче алмазов 20 миллиардов 965 миллионов рублей или 91,6% всего объема НДПИ. По золоту 1 миллиард 688 миллионов рублей налог на добычу полезных ископаемых. По углю 192 миллиона рублей. Расчеты поступления НДПИ произведены на основе прогноза социально-экономического развития республики по объемам добычи полезных ископаемых, прогнозируемого уровня цен на полезные ископаемые и среднегодового обменного курса доллара США по отношению к рублю. В параметрах прогноза социально-экономического развития учтены налогооблагаемые объемы добычи по алмазам это 4 миллиарда 140 миллионов долларов, по золоту 22 тонны 300 килограмм, по углю 16 миллионов 133 тысячи тонн, сурьмяного концентрата 22 тысячи тонн. По налогу на доходы физических лиц прогноз рассчитан на основании показаний фонда оплаты труда, исходя из проекта прогноза. Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций в 2016 году составит 253,9 миллиарда рублей. В связи с этим предварительный прогноз по налогу на доходы физических лиц составит 20 миллиардов 601 миллион рублей или с увеличением к 2015 году на сумму 1 миллиард 696 миллионов рублей или на 8,9%. Прогноз налога на имущество организации сформирован с учетом увеличения ставки налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередач в 2016 году до 1,3%. В связи с чем налог в 2016 году составит 12 миллиардов 442 миллиона рублей, что выше прогноза 2015 года на 909 миллионов рублей. Прогноз неналоговых доходов сформирован в соответствии с расчетами администраторов доходов. Так, в 2016 году неналоговые доходы составят 10 миллиардов 477 миллионов рублей. Из них основной объем поступлений прогнозируется получить в виде дивидендов от участия республики в акционерных обществах в сумме 5 миллиардов 704 миллиона рублей. Безвозмездные поступления в 2016 году планируется в сумме 49 миллиардов 362 миллиона рублей. В 2016 году дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из федерального бюджета составит 43 миллиарда 189 миллионов рублей. Снижение в сравнении с 2015 годом составит 4 миллиарда 656 миллионов рублей. Предусматривается дотация на сбалансированность в целях сохранения уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в объеме 590 миллионов рублей. В соответствии с проектом федерального бюджета на 2016 год для республики предусмотрено распределение субсидий на сумму 444 миллиона рублей.
Субвенции бюджета республики на 2016 год предусмотрены в сумме 2 миллиарда 766 миллионов рублей и иные межбюджетные трансферты 205 миллионов рублей. Необходимо отметить, что по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета будут внесены изменения в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2016 год, внесенным в Государственную Думу Российской Федерации и не учтенные на данный момент при формировании данного законопроекта. Данные объемы в течение финансового года подлежат корректировке в зависимости от распределения федеральным центром дополнительных объемов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Например, в текущем году республика получила дополнительно, по сравнению с первоначально утвержденной оценкой, субсидий на сумму 3 миллиарда 759 миллионов рублей, и уточненный план к концу этого года по субсидиям из федерального бюджета составит 4 миллиарда 74 миллиона рублей. По безвозмездным поступлениям в 2016 году также учтено поступление от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 2 миллиарда 147 миллионов рублей на реализацию софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. В части расходов. Расходы государственного бюджета на 2016 год предлагаются к рассмотрению в объеме 171 миллиард 139 миллионов рублей. Или с увеличением от утвержденного бюджета в рамках трехлетнего бюджета на 2016 год увеличение составит 22 миллиарда 909 миллионов рублей. В том числе по программным расходам в сумме 164 миллиарда 821 миллион рублей, что ниже на 8 миллиардов рублей уточненного плана текущего финансового года 2015 года, в основном за счет федеральных средств, поступивших в этом году, и разовых решений для реализации мероприятий по плану экономической стабильности. При этом на 28 миллиардов 747 миллионов рублей выше действующих объемов бюджета на 2016 год. По непрограммным расходам расходы составят 6 миллиардов 317 миллионов рублей. При формировании расходной части бюджета учтены следующие расходы. Обеспечение в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году, с учетом достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных дорожными картами в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации. При этом при планировании расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценки достижения значений целевых показателей, установленных в дорожных картах, будет использоваться новый показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, так называемый среднемесячный доход от трудовой деятельности. Также реализуется подход доведения минимального размера оплат труда по прогнозируемой величине прожиточного минимума трудоспособного населения в 2016 году. Напомню, уровень прожиточного минимума установлен с 1 июля 2015 года, составляет 15 390 рублей в месяц. Учитывается индексация, произведенная с 1 сентября 2015 года, расходов на заработную плату прочих категорий работников бюджетной сферы на 5,5%. Пропуск индексации на 2016 год Фонда оплаты труда государственных гражданских служащих и органов местного самоуправления. Учитывая вышеперечисленные подходы к формированию Фонда оплаты труда, уровень среднемесячной заработной платы по республике прогнозируется на уровне 54 тысячи рублей в месяц. В части социальных выплат учтены следующие подходы. Индексация публично-нормативных и иных социальных обязательств, в том числе по выплате пособий, социальных выплат, на прогнозный индекс потребительских цен за декабрь 2016 года к декабрю 2015 года в размере 5,8% и индексация социальных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг на 11%. К примеру, в 2016 году размер республиканского материнского капитала
семья составит 133 190 рублей. Кроме того, учтена индексация расходов на коммунальные услуги, предоставляемые государственным учреждениям. В 2016 году на 10% с учетом реализации мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению. Общий объем дотации для муниципальных образований, чтобы обеспечить бюджетную обеспеченность, учтен с индексацией на 5%. Кроме того, в целях полной реализации полномочий органов местного управления объем дотации увеличен дополнительно на сумму 2 миллиарда 564 миллиона рублей за счет переноса средств субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в сфере дошкольного образования в части расходов на оплату труда. Таким образом, фонд финансовой поддержки муниципальных образований в 2016 году составит 25 миллиардов 173 миллиона рублей, или с увеличением на 4 миллиарда 564 миллиона рублей. При этом часть указанных средств в сумме 731 миллион рублей предусмотрена в дотации на сбалансирование с местных бюджетов в целях стимулирования внедрения принципов аутсорсинга. В целом бюджет республики сохраняет свою социальную направленность, и объемы всех основных социальных государственных программ предусмотрены с увеличением от ранее утвержденных объемов в рамках трехлетнего бюджета, принятого ранее. Например, по госпрограмме развития здравоохранения на 1 миллиард 896 миллионов рублей с общим объемом 19 миллиардов 424 миллиона рублей. По госпрограмме развития образования на 1 миллиард 96 миллионов рублей с общим объемом 34 миллиарда 282 миллиона рублей. По госпрограмме социальной поддержки населения на 1 миллиард 181 миллион рублей с общим объемом 13 миллиардов 720 миллионов рублей. Государственные программы социально-культурного блока предполагают, безусловно, обеспечение социальных обязательств государства, введение федерального государственного образовательного стандарта, модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений образования, обеспечение доступности дошкольного образования, ликвидацию очередности в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет, развитие вариативной формы устройства детей, развитие негосударственного сектора, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность. Продолжение реализации программы «Земский фельдшер», укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе продолжение строительства онкологического диспансера. Совершенствование оказания специализированной санитарной, авиационной, скорой медицинской помощи в республике. Проведение на высоком организационном уровне в 2016 году 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Также продолжение работы по внедрению информационной доступности в сфере телерадиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий, а также реализацию мероприятий Года кино в Российской Федерации, утвержденных указом президента Российской Федерации. Без внимания не остается продолжение реализации комплексных программ Республики Саха-Якутия по развитию сельских территорий, а также арктических и северных районов республики. Так, для совершенствования механизмов государственной поддержки, направляемых на создание условий для устойчивого развития конкурентоспособного аграрного производства и в целях обеспечения населения продовольственными товарами местного значения, объем государственной программы развития сельского хозяйства увеличен в общей сумме на 3,5 миллиарда по сравнению с ранее утвержденными на 2016 год параметрами и составит 10 миллиардов 175 миллионов рублей. В целях поддержки предпринимательства к ранее установленным налоговым послаблением для предоставления инвестиционных займов, субсидированно-процентных ставок по кредитам и части затрат по приобретению производственного оборудования дополнительно предусмотрено 133,5 миллиона рублей с увеличением общего объема государственной программы до 416 миллионов рублей. В 2016 году будет продолжена реализация государственной политики по поддержке жизнеобеспечения населения путем сдерживания роста тарифов для населения на коммунальные услуги и социально значимые перевозки пассажиров через оказание государственной поддержки отраслям жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами расходы по данной программе увеличены на 5,5 миллиарда рублей по сравнению с ранее утвержденным параметром 2016 года.
и составит 20 миллиардов 967 миллионов рублей. В целях повышения транспортной доступности, улучшения качества пассажирских и грузовых перевозок государственная программа развития транспортного комплекса увеличена на 561 миллион рублей и составит 5 миллиардов 354 миллиона рублей. В том числе объем расходов дорожного фонда сформирован на уровне прогнозируемых источников в сумме 3 миллиарда 68 миллионов рублей. При этом в исполнении указа главы Республики Саха-Якутия о социально-экономическом развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия на период 2015-2019 год, на реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети города Якутска дополнительно предусмотрена субсидия в сумме 644 миллиона рублей. Для решения вопросов финансирования закупки и доставки топлива, муки и других социально значимых продовольственных товаров в населенные пункты с ограниченными сроками завоза, предприятиям, осуществляющим данные мероприятия, предусмотрено предоставление бюджетных кредитов, государственных гарантий, субсидий на возмещение затрат, связанных с производством, реализацией товаров и услуг. Так, для реализации государственной программы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения бюджетное ассигнование увеличено на 936 миллионов рублей и составит в общей сумме 3 миллиарда 890 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году продолжится осуществление дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, расширение сети учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна и развитие механизма государственно-частного партнерства как одним из основных механизмов привлечения частных инвестиций. Объем инвестиционной программы Республики Саха-Якутия на 2016 год определен в размере 17 миллиардов 826 миллионов рублей. При этом стоит отметить, что по итогам реализации инвестиционной программы планируется достижение объема ввода 600 тысяч квадратных метров жилья, в том числе за счет переселения граждан из аварийного жилья, обустройства зон индивидуальной жилой застройки. Всего на жилищное строительство в государственной программе предусмотрено 6 миллиардов 644 миллиона рублей. Планируется ввод не менее 20 детских садов, 11 школ. Всего на строительство в социальной сфере предусмотрено 4 миллиарда 452 миллиона рублей. Кроме того, планируется ввод 12 объектов коммунальной инфраструктуры, из них 9 котельных, а также реализация проектов по строительству производственных объектов сельского хозяйства. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. Исходя из параметров доходной и расходной частей государственного бюджета Республики Саха-Якутия, дефицит в 2016 году составит 8 миллиардов 874 миллиона рублей или 7,9% от объема налоговых и неналоговых доходов республики. Источниками финансирования данного дефицита выступают выпуск облигаций государственного займа на сумму 5 миллиардов 500 миллионов рублей, из них 3 миллиарда рублей будет направлен на покрытие дефицита. Планируется привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на сумму 3 миллиарда 230 миллионов рублей. Привлечение кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств планируется в сумме 7 миллиардов 664 миллиона рублей. Также планируется возврат бюджетных кредитов, ранее предоставленных из государственного бюджета юридическим лицам и местным бюджетам в объеме 5 миллиардов 179 миллионов рублей, из которых 3 миллиарда 509 миллионов рублей будут направлены на финансирование дефицита бюджета. В программе государственной гарантии республики на 2016 год предусмотрено обеспечение обязательств системообразующих предприятий республики Саха-Якутия на общую сумму 2 миллиарда 491 миллион рублей по 5 направлениям реализации поддержки наших системообразующих предприятий и осуществляющих завоз грузов в отдаленные районы. Исходя из представленных источников финансирования дефицита бюджета, государственный долг составит на 1 января 2017 года предельный размер 44 миллиарда 862 миллиона рублей
или с увеличением к прогнозируемому уровню государственного долга на 1 января 2016 года в сумме 39 миллиардов на 5 миллиардов 855 миллионов рублей. При этом отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 39,7% против ранее утвержденного на 1 января 2017 года в размере 54,8%, то есть с уменьшением на 15,1% от ранее предусмотренных параметров бюджета на 2016 год. В заключение о параметрах государственного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии со среднесрочным финансовым планом. Доходы на 2017 год прогнозируются в сумме 157,4 миллиарда рублей. Расходы в сумме 164,6 миллиарда рублей. Дефицит 5 миллиардов 428 миллионов рублей. На 2018 год доходы прогнозируются на уровне 163,8 миллиарда рублей. Расходы составят 168,3 миллиарда рублей. И дефицит 4 миллиарда 561 миллионов рублей. Это в рамках рассматриваемого и принимаемого среднесрочного финансового плана. Напомню, что на данный период мы рассматриваем законопроект о государственном бюджете на 2016 год. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Валерий Алексеевич, уточните, пожалуйста, по плановому периоду 17-18, 16 мы вносим бюджет, 17-18 у нас с вами плановый период. Вы ничего не меняли ни в доходах, ни в расходах? Оставляете, как мы принимали по среднесрочному плану? Да, как мы принимали по среднесрочному финансовому плану, но в связи с тем, что у нас изменились прогнозные данные на следующий период в среднесрочном плане, так, то мы увеличили в том числе и доходную часть в зависимости, в связи с тем, что у нас прогноз изменился. А тогда чем, вот объясните, доходная у нас с вами 16 год 162, 17 157, 18 163 миллиарда. Это зависит от того прогноза социально-экономического развития республики, который был представлен вот на 17-18 год. То есть он будет уточнен, да? Когда Да, мы они будем будут с вами уточняться, 18 да. год? Если мы помним, то в 2015 году, когда мы формировали трехлетний бюджет, в прогнозе социально-экономического развития небольшое снижение как раз приходилось на 2017 год. Сейчас уже с уточнением, с прогнозом этого года у нас эти параметры увеличились и доходов, и расходов соответственно. В связи с тем, что и в 2015 году мы принимали часть расходов постоянного характера в связи и с принятием новых обязательств, и с расширением сети бюджетных учреждений, расходы которых мы уже предусматриваем в среднесрочном финансовом плане. В рамках дохода, безусловно, в прошлом, если мы в 2015 году принимали, то вы помните, что в тот период у нас был и другой прогноз по среднегодовому обменному курсу рубля к доллару США. А насколько у нас с вами реалистичны доходы 2016 года? Вопрос касается налоговых доходов, а не налоговых. Да, вопрос действительно достаточно серьезный, поскольку налоговые доходы мы рассмотрели по налогу на прибыль с достаточно большим таким напряжением с точки зрения установления 135 миллиардов рублей налогу прибыли, рублей прибыли рентабельных предприятий. Это достаточно серьезная планка, но это вот в рамках того прогноза социально-экономического развития, и поэтому в течение года мы будем, конечно, контролировать данную ситуацию. Необходимо отметить, что налоговые доходы на следующий год у нас увеличены по сравнению с 2015 годом. 2015 годом в основном, я как уже отмечал, за счет прогноза деятельности предприятия алмазодобывающей отрасли. Хотелось бы отметить, что это вполне достижимо при стабильном курсе в течение 2016 года обменного курса рубля к доллару США. Ну, я думаю, что усиление все-таки администрирования по налогам, так? Да, и плюс, конечно же, та работа, которая проведена с крупнейшими налогоплательщиками, действующими на территории республики,
нам позволило поставить такие достаточно напряженные, необходимо сказать, планы по налоговым и неналоговым доходам. По неналоговым доходам, в том числе и по получению дивидендов, которые будут сформированы по итогам деятельности 2015 года. В основном на предприятиях алмазодобывающих. Еще есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, бюджетом 2016 года, проектом закона о бюджете на 2016 год, мы предусматриваем внедрение механизмов ГЧП? Да, в рамках продолжения той Реализации политики, закона, да. да, той политики, которая в 2015 году была сформирована, у нас предусмотрены средства на реализацию, это порядка 1 миллиарда 70 миллионов рублей, которые предусмотрены на продолжение реализации частно-государственного партнерства при создании объектов дошкольного образования и школ. Вот в этой части мы продолжаем развитие этих проектов государственно-частного партнерства, в рамках которого планируется ввод не менее 30, вернее, начало строительства не менее 30 объектов по Республике Саха-Якутия. Это школы и детские сады? Детские сады и школы. В основном, конечно, это большой упор делается на 26, по-моему, детских садов, которые будут начаты. В этом году они подготовлены, все эти проекты, и мы, значит, планируем развернуть эту деятельность уже в 2016 году на основе тех конкурсов и отборов, которые на данный момент проходят сейчас. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику есть? Пожалуйста, прокуратура. Добрый день, уважаемая Галина Кентьевна, уважаемые участники заседания правительства. Вопрос Валерию Алексеевичу. Статья 11, часть 2 законопроекта предусматривает о том, что правительство вправе направить в 2016 году бюджетное ассигнование в качестве взноса республики 3 организациям. То есть это получается, правительство захочет платит этот взнос, захочет нет. Пожалуйста, Формулировка. поясни вопрос. Уточнить формулировку? Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Пожалуйста, господин Статья 11, пункт какой? Второй, да? Статья 11, пункт 2. Это, да, вправе направить в рамках заключения соглашения. То есть, вот, например, по Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, это ежегодно подписанное соглашение и составляет 2 миллиона 203 тысячи рублей. То есть это то право, которое у нас будет возникать при ежегодном подписании данных соглашений. Они носят характер ежегодного подтверждения, но они являются длительными. И не в первый раз. Нет, формулировка вправе. Формулировки, да, нужно уточниться. Хорошо. Хорошо, Мы уточнимся. уточнимся. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Валерий Алексеевич, 2 вопроса. Вот чем все-таки обусловлено резкое увеличение дивидендов? Мы видим по компании «Алроса» конец года по третьему уточнению, в общем-то, тенденции абсолютно отрицательные, да? А вы предполагаете увеличение прибыли и получение дивидендов и более 2 миллиардов рублей. Насколько это реалистично вообще? Это первый вопрос. И второй вопрос. По статье 13 по предоставлению бюджетных кредитов учитывается ли та поправка, которая прошла, республики, которая прошла в первом чтении по бюджетному кодексу, по муке? Да, спасибо за вопросы. Спасибо. Безусловно, это связано с предыдущим вопросом, значит, насколько у нас напряженно составлен план по доходам. Это действительно так. В налоговой части мы уже отметили эту тенденцию. По неналоговым доходам действительно мы закладываем более 5 с лишним миллиардов рублей дивидендов от предприятий алмазодобывающих компаний. Если в этом году дивиденды составили порядка 2 миллиарда 900 миллионов рублей, то здесь мы уже смотрим 5 миллиардов 704 миллиона рублей. Да? С увеличением это сделано на основе прогноза как и самих предприятий, которые подавали данную оценку при формировании прогноза социально-экономического развития на 2016 год.
Я еще раз подчеркиваю, что при стабильности обменного курса этот показатель достижим. И недавно, когда мы проводили консультации с нашими налогоплательщиками по итогам 2015 года, значит, будут все-таки стремиться исполнить те прогнозные показатели. И при этом было все-таки отмечено, что по уровню выплаты дивидендов принимается решение акционерами компаний при наличии прибыли. А прибыль, конечно, она будет, а вот какой процент отчислений на сумму выплаты дивидендов, это будет решаться собранием акционеров. И, в общем-то, компании алмазодобывающих отраслей подтвердили готовность эту рассматривать. Собрание акционеров, Евгения Васильевна? Да. Собрание акционеров и размер дивидендов определяется акционерами. Да. Как минимум 20%. В прошлом году у нас было 35%. Да, в прошлом году было принято решение выплаты дивидендов на уровне не менее 30% от чистой прибыли, остающейся после налогообложения. По муке. Да, по муке. Вы сами подчеркнули действительно, что это пока в первом чтении, то есть такого поправки, она обсуждается, но в окончательном виде не принята, и поэтому у нас пока не было оснований, поскольку в бюджетном кодексе такого права пока не предусмотрено. Но мы же с вами поддерживаем завоз муки для труднодоступных территорий и Да, без бюджетных кредитов, так ведь? Да, вместе с... Можно понять, что если не будет бюджетных кредитов, то у нас будут проблемы с поставкой. Нет, Такого да, не будет. действительно. Вместе с тем, в рамках, как я говорил, уже программы жизнеобеспечения населения, которая на данный момент составляет почти 5 миллиардов рублей, у нас выделяются государственные гарантии, возмещаются процентные ставки и прямая финансовая поддержка. Это предприятиям, в основном Якутапторга. Якутапторг, который в основном как раз-таки и занимается завозом муки. На эти цели мы тратим значит, в год порядка 300 миллионов рублей государственной поддержки. На самом деле эта задача, она уже решается. Суть внесения изменений предполагает, чтобы данная компания не прибегала к банковским кредитам, у которых высокие процентные ставки, а имела возможность получать бюджетные кредиты, по которым ставки низкие из бюджета. А сами мероприятия в этом объеме, они все равно поддерживаются по доставке муки в отдаленные, труднодоступные населенные пункты нашей республики. То есть в законе у нас... Это системная работа проекте, ежегодная, да. В проекте закона о государственном бюджете эта поддержка у нас присутствует, она и всегда была, но то, чтобы уменьшить нагрузку для предприятий, которые осуществляют централизованный завоз, депутаты инициировали эту поправку. Наравне с предоставлением права выделять бюджетные кредиты из государственного бюджета для завоза топливно-энергетических ресурсов, еще внести муку как вид продукции, которая необходима для завоза в районы Крайнего Севера. Пожалуйста, уважаемые коллеги, еще вопрос есть? Да, пожалуйста, Петр Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Валерий Алексеевич, вот в ходе исполнения бюджета, особенно этого года, мы испытывали определенные трудности в связи с тем, что на уровне федерального центра принимаются оперативные решения, которые требуют уточнения наименований, условия меняются, и при этом федеральные органы исполнительной власти от нас требуют выписки из государственного бюджета. Мы в проекте бюджета на следующий год можем установить или предусмотреть механизм создания, внесения этих изменений путем создания согласительной комиссии, может быть, государственным собранием, двусторонней комиссии, а потом уже при принятии закона о внесении изменений в государственном бюджете эти позиции уже отразить в принимаемом законе. Для того, чтобы у нас оперативность была и в целом, чтобы попасть и выполнить, исполнить все условия федеральных органов исполнительной власти. Нет, не можем. Я отвечу за Валерия Алексеевича, мы это сделать не можем. Для того, чтобы произвести финансирование того или иного вида расходов,
либо программ, где мы принимаем участие, республика, в федеральных программах, без внесения изменений в закон и утверждения Государственного собрания Мультуман, мы не можем какими-то согласительными процедурами это узаконить. Только внесение изменений в закон и только выписка из закона о бюджете. И если у нас в ходе исполнения бюджета возникают вопросы, они у нас возникают на самом деле, нужно провести работу с федеральным министерством и ведомствами, либо это может быть некие письма, в которых мы говорим о том, что с последующим внесением изменений в закон мы учтем часть своего софинансирования для участия в программе. Другого пути нет. Все финансирование, которое мы производим, мы должны производить только в рамках исполнения законов о государственном бюджете. Понятно, да? Да, так, Валерий? Да, безусловно, Да. и Это процедура только такой действия согласительных комиссий и обсуждения изменений, она все-таки проходит в рамках корректировки государственного бюджета и уже утверждается все-таки законом о бюджете, после чего мы можем предоставить уже утвержденные законом изменения выписки. Пожалуйста. А то, что Галина Кентьевна правильно отметила, при работе с федеральным органом исполнительной власти, с некоторыми федеральными органами исполнительной власти мы такую практику проводили. Да. Когда мы направляли письма, здесь мы можем просто усилить действительно, кстати говоря, и с предварительным одобрением бюджетного комитета или государственного собрания, чтобы усилить для федеральных органов исполнительной власти, что мы в определенный период в рамках законных процедур внесем эти изменения, а на данный момент просим принять, если они этого требуют, подтверждение наших софинансирования. Если вдруг изменились формулировки, да? Мы же договорились с вами, уважаемые коллеги, ваша работа, которую вы проводите на федеральном уровне, в случае, если вы дополнительно получаете ресурсы из госпрограмм, которые утверждены и приняты на федеральном уровне, то мы свою часть, которая требуется в рамках софинансирования, мы ее будем обеспечивать в полном объеме. То есть в ходе исполнения бюджета мы будем изыскивать источники, даже, возможно, где-то экономия на чем-то, на каких-то мероприятиях, будем эти средства предусматривать. Поэтому просто нам нужно вот этот механизм четко отработать с федеральным министерством и ведомством. Но пока вот отказов уже не было. Поэтому, тем более, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Саха-Якутия очень активно работает с федеральным центром, с федеральным министерством, и объемы финансирования федерального бюджета программ достаточно серьезно увеличиваются. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Валерий Алексеевич, у меня такой вопрос. По налоговым доходам 102 миллиарда у нас, довольно-таки цифра большая, но правы тут те, кто задает вопрос. По каким крупнейшим налогоплательщикам у нас более такая положительная, радужная, прогнозы? По каким могут быть проблемы? И как у нас нефтегазовый комплекс в 2016 году? Налоговые отчисления планируется. Это первый вопрос. Второй вопрос по прочим неналоговым доходам. У нас почему-то резкое снижение, почти 2 раза. С чем это связано? Спасибо. Так, по налогу на прибыль. Действительно, он почти на 3 миллиарда выше, чем ожидаемый в этом году, да, 43 миллиарда 201 миллион рублей. И здесь у нас основными налогоплательщиками являются это предприятия алмазодобывающей компании, они составляют более 40%, так, около 50%. Это налог на прибыль алмазодобывающей отрасли. А то, что касается предприятий нефтегазодобывающей отрасли, это мы заложили на уровне 9,5 миллиарда рублей налог на прибыль. Так. А остальное это 15%, около 12 миллиардов составляют все остальные предприятия нашей отрасли. То есть мы говорим о том, что, безусловно, у нас 2 группы, это нефтедобывающие компании, алмазодобывающие компании составляют основную долю 75% налога на прибыль. И тот вопрос, который Юрий Михайлович задавал, да, это достижимо, и в скором времени, Республика Саха-Якутия как акционер и Российская Федерация как акционер при рассмотрении бюджета
прогноза бюджета акционерной компании «Алроса», которая предстоит в ноябре на следующий 2016 год. Пока такие прогнозные цифры были на 2016 год по прибыли и, соответственно, по налогу на прибыль. Что касается неналоговых доходов, то я тут не вижу снижения, у нас, наоборот, увеличение. Прочие неналоговые. Там 700 с чем-то миллионов. Вот, динамику тут верните на экран. Вот, последнее, 15 год, 1 461 000 000, а в 16 всего 790. 2 раза снижение. Прочие неналоговые доходы, да? Да. С чем это связано? Помогите, пожалуйста, Так, уважаемые если- коллеги, Анна Анатольевна, или кто, коллеги, Минфин? Что, Любовь Георгиевна, пожалуйста. В сравнении с 2015 годом произошло изменение в сторону уменьшения в части уплаты штрафов и иных неналоговых платежей. То есть пока мы их не можем спрогнозировать в полной мере, да. Все понятно. Да. Понятно, да? То есть снижение здесь получение налоговые доходы, они не подлежат особо планированию и прогнозированию, учитывая, зависят от внесения изменений, допустим, в административный кодекс и другие нормативно-правовые документы, поэтому прогноз поставили такой более реалистичный. А по факту, может быть, эта сумма, получим, да, она может быть больше. То есть это вот тот вид налогов, очень неналоговые, даже не налогов, а не налоговые доходы, которые, да, подлежат, собственно говоря, отражению или прогнозированию, исходя из фактических. Ну и ряд, наверное, причин, которые повлияли на их снижение. Пожалуйста, коллеги, нет больше вопросов? Да, пожалуйста, Александр Ильич. Добрый день, Галина Кентьевна. Можно более подробный вопрос, да? По аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» на 2016 год могут мне ответить, сколько заложено? Ну, на данный момент вот программа, то, что касается правонарушения, она дорабатывается. И вчера буквально были предложения, которые мы тоже просим внести в протокол заседания по распределению сумм. Аппаратно-производственный комплекс по «Безопасный город» на данный момент пока эти суммы у нас не предусмотрены. Александр Ильич, по внутреннему распределению программы, которая касается непосредственно вот то, что вы задаете по безопасному городу, есть поручение сейчас. У нас программу курирует Госкомитет юстиции, да? Да, и сейчас Государственный комитет юстиции совместно с соответствующими исполнительными программами пересматривает направления, которые будут учтены на 2016 год. Это вызвано рядом определенных приоритетов, которые установлены по этой программе. То есть хотя общее увеличение... Будем еще рассматривать. Да, общее увеличение по программе есть. По программе мы ее увеличили на 15 миллионов. Да. Пожалуйста, коллеги, если вопросов больше нет, у меня к вам последний вопрос. Вы скажите, пожалуйста, 2 даже, да? По механизму по поддержке реального сектора экономики, которые у нас были использованы в 2015 году, мы их сохраняем, так? Это возмещение процентных ставок, это у нас... Да, безусловно. Те традиционные, на самом деле, которые в 2014 году использовались, просто в 2015 году были они достаточно серьезно увеличены в связи с реализацией плана мероприятий по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности. По предпринимательству мы сохранили на следующий год, добавили сумму 133 миллиона как раз-таки. Вот. Мы добавили 133 миллиона, но по сравнению с 2015 годом, безусловно, когда мы в этом году, с точки зрения стабилизации на рынке... Я задаю вопрос просто по механизму. То есть механизмы у нас... Да, механизмы у нас сохранились по многим государственным программам. Это субсидирование процентных ставок, субсидирование затрат, я еще раз упоминал в нашем докладе,
что на предоставление жилищно-коммунальных услуг в связи с государственным регулированием тарифов для населения, сдерживанием тарифов, мы предусматриваем значит, еще 20 миллиардов рублей, которые в виде субсидий на эти затраты. Кроме того, бюджетные кредиты в объеме 1 миллиард 750 миллионов рублей. Из 20 миллиардов, это вы говорите о... программе предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Это возмещение разницы или... Это возмещение недополученных доходов организациям коммунального сектора в связи с государственным регулированием тарифов для населения. По жилищным? По жилищно-коммунальным услугам. По жилищно-коммунальным услугам. Да, да, для населения. Это мы возмещаем предприятиям снижение вот этих низких тарифов по коммунальным услугам. Вот сейчас и на федеральном уровне очень сильно контролируется, анализируется и беспокойство вызывает государственный долг. Хочу понять, по структуре госдолга у нас сильно меняется ситуация? Мы увеличиваем объемы займа на заимствований в коммерческих банках или все-таки нет? Видно, что вы дефицит бюджета по сравнению с 2015 годом снижаете. Да, дефицит бюджета снижается на следующий год. Он составит 8 миллиардов 874 миллиарда рублей. И, как я отмечал в докладе, государственный долг у нас к концу года составит 44 миллиарда 863 миллиона рублей. Мы будем привлекать государственные ценные бумаги в объеме 5,5 миллиарда рублей. Кредиты от кредитных организаций 7 миллиардов 684 Ну, миллиона. по структуре мы сильно меняемся или не сильно меняемся? По структуре у нас будет изменение следующего характера. То есть у нас остаток на 1 января 2017 года будет преобладать государственные ценные бумаги 15 миллиардов 250 миллионов рублей. Кредиты кредитных организаций 8,9 миллиарда, 9,673 миллиона рублей. То есть в целом мы увеличиваем долю привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета. Понятно. 8 миллиардов 931 миллионов рублей. В связи с тем, что они являются, кстати говоря, на 2016 год, они увеличат до 5 лет, и ставка по ним составляет 0,1 годовых. То есть мы увеличиваем получение бюджетных кредитов на... Да, то есть мы ведем сейчас политику, безусловно, правильно, на замещение рыночных заимствований на рынке, на привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета для снижения ставки, она составляет 0,1, и с увеличением сроков до 5 лет. В следующем году мы планируем, на данный момент мы уже для себя спланировали 3 миллиарда 230 миллионов рублей. Вместо привлечения кредитов кредитных организаций мы будем, вот 8 миллиардов 931 миллион, это увеличение объема привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета. Спасибо. Взамен кредитов кредитов. Спасибо. Если вопросов больше нет, присаживайтесь. Валерий Алексеевич, пожалуйста, уважаемые коллеги, какие мнения будут по проекту закона Республики о государственном бюджете на 2016 год? Пожалуйста. Присаживайтесь, Валерий Алексеевич. Пожалуйста, какие мнения будут? Галина Никитина, предложение можно, да? Да, пожалуйста. Не вопрос, а предложение. В целом проект с нами был согласован, проект поддерживаем. Единственное, мы должны были доработать по механизму реализации соглашения по взаимодействию по реализации проекта строительства Якутской ГРЭС-2. Да. И здесь мы предлагаем формулировку подредактировать в приложении 12 в части увеличения уставного капитала Корпорации развития Республики Саха-Якутия. В связи с тем, что условия эмиссии еще Русгидро не определены. А вы определились, все-таки будете уставный капитал Корпорации развития Якутии, да? Да. Ну, хорошо, если вы так определились. Что, Алексей Симович? Алексей Симович? А вы передумали, да? Хорошо, вам понятно стало. Так. Пожалуйста, какие мнения будут по данному проекту предложения? Можно, да, пожалуйста. Пожалуйста. Да? Я хочу в целом отметить, что в бюджете этого года на поддержку малого и среднего бизнеса, несмотря на сложную ситуацию, все-таки сохранены действительно все основные направления мероприятия. Возможно, это в финансовом выражении несколько меньше, чем год предпринимательства, но надо отметить, что очень существенные меры поддержки, которые в этом и в следующем последующий период ощутят предприниматели, это налоговые режимы. И в целом в комплексе это будет существенный пакет поддержки бизнеса. Поэтому считаем, что бюджет надо поддержать. Спасибо. Вот, уважаемый Валерий Алексеевич, Минэкономики Майя Андреевна и Павел Алексеевич, мы в рамках
исполнения бюджета будем и на налоговой комиссии, думаю, мы еще посмотрим, какие меры необходимы будут для того, чтобы мы реализовали те меры, которые связаны с поддержкой малого и среднего бизнеса. Пожалуйста, какие замечания еще будут, предложения? Майя Андреевна, у вас, пожалуйста. Да, у нас есть несколько редакционных правок технических, которые касаются направлений объектов инвестиционной программы. Мы это проговорили уже с Минфином, они все это скорректируют для протокола, да, просто уточняем. Хорошо. Но есть один вопрос, который, наверное, необходимо обсудить. Он касается порядка использования остатков средств государственного бюджета, образовавшихся в связи с неполным освоением бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционной программы. Здесь предлагается закрепить норму о том, что на увеличение бюджетных ассигнований в 2016 году направляются объемы не только по заключенным госконтрактам, но и по размещенным извещениям на 1 января 2016 года. Это предлагается для облегчения администрирования закупок, для сокращения сроков заключения этих госконтрактов и в целом для снижения рисков срыва ввода объектов. Если есть такая возможность, ну, юридически есть, если члены правительства поддержат,